ғаффор валамадзодаро ҳамагон мешиносанд. ҳунарманди барҷастаи иттиҳоди шӯравӣ, асосгузори рақси классикию муосири тоҷик дар қарни 20. ин марди ҳунар 9 майи соли 1916 дар шаҳри бостонии хуҷанд ба дунё омада ва дар он ҷо ба воя расидааст. танҳо ӯро соли 1934 ба Душанбе даъват карданд ва то охирин нафас дар шаҳри Душанбе зиндагонӣ кардааст. ҳоло бошад фарзанди ӯ дар кӯчаи Беҳзод зиндагӣ мекунад. Отец, так сказать, получил однокомнатную квартиру, и там мы жили 5 человек. Я почему это помню? Я был маленький, я это, естественно, не помню. Я много раз ходил с родственниками туда, в этот дом, смотрел. Это на улице Пушкина стоял такой дом старый. Потом мы переехали, значит, жить на проспект Куйбышева, который сейчас называется имени академиков Раджабовых. Вокруг нашего дома других домов никаких не было. Значит, и в этом доме мы жили, над нами же жила, значит, известная артистка Республики Таджикистан Туфа Фазылова. Потом внизу жила Халима Насырова, и мы жили. Потом отец переехал, построил свой собственный дом. У нас был прекрасный сад, который отец вырастил этот сам собственными руками, виноградники там у нас были, все. Мы там, он творчески работал, все его взлеты и падения фактически проходили в этом доме. Этот дом был центром, в который собирались видные деятели искусства, литературы, музыки Республики Таджикистан. И всегда наш дом был гостеприимным и хлебосольным. дар хонаи писари ғаффор валамадзода Тимур валамадзода туҳфаҳои зиёде боқӣ мондааст. Масалан, зарфҳои зебои биринҷӣ, ҳайкалчаҳои гуногун ва ҳар гуна сангҳои қиматбаҳо. писари ӯ Тимур валамадзода ба ин гуна антиқаҳо он қадар таваҷҷӯҳе надорад ва нигоштаҳое ки дар бораи падараш нашр шудаанд ба он таваҷҷӯҳи сахт дорад. В этом доме в первую очередь оставилась душевная память, которая сохранилась у нас у всех, не только у меня, но и у моих детей, у детей моего брата, у моих родственников в Хадженте, в Курган-Тюбе, здесь в Душанбе, на Кавказе, в Москве, в Америке. Все они несут в сердце память о моего отца. И память не в вещах, которые вы видите, да, многие вещи, вот, например, я стал чемпионом, 8-кратным чемпионом Таджикистана по фехтованию на саблях, первым в Таджикистане мастером спорта СССР при отце. И я гордился, когда это знание получил, потому что хотелось показать перед отцом, что я что-то хотя бы умею в чем-то сделать. Вот эти вещи они привозили со своих поездок в различные страны. Эти вещи они привезли с Индии, где их лично принимала Индира Ганди, знаменитая президент Республики Индия, одна из основоположников этой страны. Также их принимал президент Пакистана. Эти вещи вот привезены из Пакистана. В этих вещах, значит, культура, быт народа Пакистана и Индии. По этим вещам видно, что это, в общем-то, два очень близких народа. Те гастроли, которые проходили у ансамбля «Лула» в этих странах, пользовались неизменным успехом у интеллигенции, руководства страны и населения в целом. ғаффор валамадзода бо ансамбли «Лола» ба Ҳиндустон сафар намуда буд ва анамин ҳайкалчаи биринҷиро ба ӯ тақдим карданд ва бояд зикр кард ки валамадзода бо бонуи сиёсатмадори Ҳиндустон Индира Ганди вохӯрда суҳбати ҷолибе оростааст. В нашей семье было 3 детей.
В настоящий момент я остался один. Мой брат младший, Рустам Валамадзаде, был заслуженным строителем Республики Таджикистан. Его знают во всех уголках старые строители, которые участвовали в строительстве Таджикистана, и сейчас, которые выросли и работают, знают его как хорошего, принципиального и умеющего строителя. Моя сестренка Дильбар Валамадзаде была первой таджичкой-пианисткой и первой таджичкой-органисткой. Ее концерты на органе слушали не только в Таджикистане, но и на половине мира. Она по всему миру давала гастроли и показывала свое искусство, которое было на мировом уровне. Рядом с ней находится ее супруг Адхам Халиков, который продолжает вкладывать свой вклад в развитие искусства Таджикистана. устод Валамазода бо чандин мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардидааст. ӯ асосгузори ансамбли рақси лола аст. ин ансамбл то ҳанӯз фаъолият мекунад. Наш дом был всегда открыт для гостей, деятелей искусства, с которыми отец писал музыку, участвовал в процессе написания музыки для его произведений, художников, с которыми он работал, другими специалистами, в застольях, в которых он обсуждал детали будущих произведений. Кроме того, всегда в нашем доме были выдающиеся философы, господин Багаудинов, Бабаджон Гафоров, Ульджабаев и другие деятели, а также писатели, композиторы Мирзо Турсунзаде, Бакир Рахимзаде, Фатех Ниязи и другие выдающиеся писатели. Хорошим другом был один из драматургов видных Таджикистана Абдулло Гани и другие деятели таджикской литературы, культуры. И жизнь была у них всегда наполнена весельем и радостью в перерыве между работами. Отец больше всего любил наше прекрасное национальное блюдо плов, а иногда друзья привозили целого барана, запеченного в арче. Все ели его с удовольствием. қадамҷои устод Валамадзода театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ низ ҳаст. дар ин театр ӯ қисми зиёди ҳаёти эҷодии худро гузаронидааст. Папа мечтал, чтобы мы всегда имели возможность украшать нашу землю, строить дома, здания, дороги, фабрики, заводы, чтобы наше искусство процветало и удовлетворяло потребности нашего народа.